Все нормально? Вы нормально себя слышите? Да. Ага, отлично. Так, ну что, Витана, салям алейкум. Алейкум салям. Мы наконец-таки возвращаемся к нашей любимой рубрике подкасты, потому что у нас был такой затяжной период отдыхания от этого формата. Очень много энергии забирает. Но если собеседник хороший, то наоборот прибавляет. Да. Вот, значит, у нас сегодня Витана в гостях, и Илья будет моя помощница. Они Да. более экспертные в витаминах, в вопросах витаминов я вообще не знаю. Нет, сразу. Витана эксперт, я так, самоучка. Скажем так, Нормально, вы тоже уже да, в теме. да, Уже, да. ее задело, а меня когда спрашивают, какие витамины ты пьешь, я вообще не знаю, что говорить. Так, в общем, смотрите, значит, Витана, ты у нас нутриционист, да? Да, Да. нутрициолог. Нутрициолог, составляешь систему питания, диеты, это все эти вещи, да, то есть витамины и так далее, и так далее. Значит, смотри, первый и важная наша тема — это приближающий пост, Рамазан, да, мусульмане будут держать пост. Это такой довольно-таки агрессивный пост, скажем так, по отношению к других религий, да, когда у нас полный запрет на воду и на еду. И вот тут становится вопрос, да, вообще вот как питаться, что есть, что пить, чтобы быть не голодным, чтобы не спать весь день, да, потому что Ну да. такие лайфхаки некоторые используют. Вот, давай вот по порядку начнем. Да. Салям алейкум еще раз. Мгм. Бисмиллях да башлаймас. Да, впереди пост. Это очень благодатное время для мусульман, и мы должны его использовать, да. То есть каждый день он должен быть полезным для нас. Мы должны поклоняться больше в это время, Да. совершать больше благих деяний, да, и чтобы наше тело нам не мешало, а наоборот помогало, мы должны правильно питаться, потому что правильное питание тоже предписано нам. Да. Я уже как-то говорила, что наше тело — это наш аманат перед Всевышним, и мы должны его сохранять. И то, как мы питаемся, очень влияет на наше поклонение. То есть если мы переедаем углеводов, то у нас не будет энергии, да, мы будем там больше хотеть спать. И сейчас я вам расскажу, наверное, как полезнее, да, как полезнее питаться и как взять максимум пользы от Рамадана во время поста именно. Вот смотри, пока перед тем, как ты начнешь, Мгм. ну, как бы я просто люблю вопросы задавать. Да. Вот, понимаешь, вот понятие правильное питание — это что вообще? Потому что вот какой-то тезис выведи, потому что, ну, кто-то ест одну зеленку, Мгм. это считает, Да, что да, это да. правильно. Кто-то ест одно мясо, тоже считает это правильное Ну питание. да, да. Вот что в твоем понимании правильное питание? Правильное питание в первую очередь должно быть сбалансированным, нутритивно плотным, то есть оно не должно быть плотным питательно, в плане там очень много калорий съесть, оно должно быть нутритивно плотным. Объясню, что это такое. Оно должно быть именно полезным в плане того, что микроэлементов должно быть достаточно, витаминов в этом питании. Откуда мы это все берем? Конечно, витамины жирорастворимые, они есть в жирах. Мы должны есть жиры. В белках есть другие там есть аминокислоты, да, микроэлементы есть. Углеводы нам тоже нужны для поддержания энергии. Все должно быть сбалансированным и примерно в пропорциях 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это нормальная стратегия питания для здорового человека. То есть такая пропорция. Ну, можно придерживаться правила тарелки. То есть, когда ты смотришь на тарелку, примерно чуть-чуть больше четверти должно быть какой-то зелени, там, салатиков, овощей, можно туршу, допустим, Мгм. если... А соль не страшно? Соль не страшна, соль Мгм. тоже нам нужна, натрий микроэлемент очень важный, который нам нужен, особенно во время поста, он будет влагу удерживать, тоже, ну, в принципе, полезно. Кусок какого-то мяса, допустим, и какой-то гарнир. Кусок мяса примерно должен занимать тоже четверть тарелки. И гарнир, и сюда же можно добавить жиры полезные, это будут какие-то маслинки, допустим, там зейтун. Кстати, зейтун пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он очень любил, и, в принципе, в этом тоже польза для нас есть. Если сейчас расскажу про то, как, наверное, про сухур и Ну, про ифтар. сейчас Ага. мы перейдем непосредственно Давайте, к ифтару. а то я спешу. Просто хочу как бы сделать дать комментарий, что тарелка тоже не ляган, да, то есть тарелка Нет, нормальная. мы должны есть обычную нормальную порцию. То есть мы не должны думать о том, что я целый день буду держать ораза, и надо Да. мне наесться. Или, например, я был голодный целый день, и я должен быстренько там накидаться всем чем угодно и наесться. Нет, нельзя
В пище тоже нужно быть размеренным, да, то есть немного, умеренно, вернее, извиняюсь. Да. Не нужно много, да, есть еды для насыщения. Во-первых, пищеварение начинается с глаз. То есть мы должны увидеть красивую еду, красивую тарелку. Естественно, у нас это традиционно, да, когда мы накрываем красивые столы. Красиво, да. У нас есть, да, культ питания, но во время оразы мы, конечно, должны отойти от этого культа питания, но вот этикет наш должны сохранить. Именно красивые столы, красиво нужно накрыть. То есть ты посмотрел уже, когда ты накрывал, ты уже наелся, уже глазами наелся, уже начали вырабатываться пищеварительные соки разные, да, и подготовка. Да. И тогда, когда тебе красиво, тогда ты не будешь переедать. То есть, надо мужиков подключать, короче, к сервировке, а то они на улице стоят, ждут, потом приходят. Да, и вот обязательно. Знаешь еще что? Вот смотри, хотел бы просто с тобой уточнить этот момент. Вот когда говорят 30% жиров, там 40% углеводов, это процент же от колоража, не от веса? Как считать этот процент? Смотрите, ну вот я сейчас объясняла именно по правилу тарелки, вот так, наверное, будет легче. Именно визуально? Визуально, да, ты делишь тарелку визуально, одна четверть это будет белки, допустим, одна четверть это будет углеводы. Да. Еще осталась половина, вот эту половину, большую часть ты берешь салаты и немножечко жиров. То есть, в принципе, вот правила тарелки, наверное, удобнее придерживаться, потому что взвешивать эти все белки, не совсем удобно. Например, в одном яйце примерно 8 грамм белка. То есть, если рассчитать там по своему весу, если по весу человека смотреть, 1 грамм белка, минимум мы должны съесть 1 грамм белка на килограмм веса человека. И вот в яйце, допустим, 8 грамм. Вот, в принципе, вот эти все таблицы, они есть. В доступе в интернете есть программа Fat Secret. Там можно вообще... Я просто посчитал, сколько яиц мне нужно съесть. Не, не один. Я сейчас вам расскажу лайфхак, да, как увеличить количество белка в рационе. Это костный бульон. Я о нем не устаю говорить. То, что он любит, кстати. Да, костный бульон, он очень высокобелковый продукт. Причем там белки расщеплены до аминокислот, если правильно его приготовить. То есть, если вы варите костный бульон, туда нужно добавить ложечку уксуса. Тогда этот уксус поможет перевести все вот эти микроэлементы, аминокислоты, более хелатные формы, которые будут усваиваться хорошо. В принципе, запрета к костному бульону нет как такового. Холодец это же костный бульон? Да, единственное, что тем, у кого есть повышение мочевой кислоты, у кого есть подагра, им нельзя. А так, в принципе, всем можно. И аллергикам, у кого прям серьезная аллергия, костный бульон должен храниться в морозильнике. То есть не в холодильнике, а в морозильнике. Чем дольше он стоит в холодильнике, тем больше гистамина там вырабатывается и продуцируется, вернее. И такой бульон может аллергию еще спровоцировать. То есть если вы сами аллергик, то храните сразу в морозилке его. И непосредственно перед приготовлением вы его размораживаете и готовите. И сразу съедаете одну порцию. А вот аллергия на костный мозг, это что? На бульон только? На костный бульон. Нет, это аллергия не на костный бульон. Вообще, гистамин. В принципе, если у кого повышен гистамин в организме. То есть это сыпь какая-то появляется, да? Какая-то, если у тебя есть аллергия, любая, хоть на что, там, не знаю, на цветение, там, на еду, на пыль, хоть на что. Если есть аллергия, тогда костный бульон... И вообще, если есть аллергия, еда должна быть всегда свежесваренной. То есть вчерашнюю еду уже сегодня есть нельзя, потому что там большое количество гистамина, который будет еще провоцировать вот эту вот аллергию. А это, в принципе, всем аллергикам нужно придерживаться такого правила. Всегда должна быть свежая еда. Еда, которая хранится, она в себе содержит много гистамина. Так, хорошо. Значит, мы немножко, скажем так, обозначили знаменатель, потому что люди не все это понимают, эти вот вещи, да. Хорошо было бы просто иметь общее представление. Вот смотри, давай сейчас подойдем к этому важному мероприятию, потому что действительно люди начинают по своей неопытности держать этот сложный пост. И вот давай начнем с того, что как подготовиться к посту, потому что это что же какой-то марафон получается, да? Давай вот по порядку. Да. Когда я читала литературу исламскую, читала о том, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они все уже за полгода начинали молиться о том, чтобы Аллах дал такую возможность им поститься. То есть за полгода уже начинали готовиться, соблюдали какие-то посты там в понедельник, в четверг, допустим, дополнительные сунны. И
конечно, нам тоже нужно понимать, что нужно заранее готовить свой организм. Если у тебя гастрит, например, он же не за один день происходит, там, либо какой-то камень в желчном пузыре. То есть это все годами нажито, набрано. И если вдруг ты без подготовки начинаешь поститься, конечно, все будет обнажаться, все твои болезни, все будет выходить наружу, и ты будешь себя плохо чувствовать. Поэтому нам важно правильно готовиться. Ну, естественно, если есть какие-то заболевания у вас хронические, вы идете посещаете своего врача. Желательно, чтобы врач был мусульманин, потому что не мусульмане врачи могут сразу сказать, пост вам нельзя, ну, потому что они не знают тонкостей, да, о том, насколько это важно, что это важный столб нашей веры. Поэтому очень важно идти к своим врачам. Идём... они находят какие-то лазейки в медицинских Нет, показаниях? просто вы понимаете, я, например, как мусульманка, я понимаю, насколько это важно, и ищет пути. Я ищу пути. Я, например, знаю, что если у человека, допустим, есть какие-то камни в желчном пузыре, я ему порекомендую там определенную стратегию, как держать пост в такой ситуации. Если, допустим, есть какой-то сладж, я ему порекомендую разжижать, да, эту желчь. То есть нужно подготовиться, потому что мы не будем пить жидкость на протяжении дня, и желчь будет застаиваться, не будем есть, она будет застаиваться, и можем только усугубить эту ситуацию. Конечно, важно посетить своего врача, и желательно, чтобы он был мусульманин и понимал, что это для вас важно, и он поможет вам подготовиться к этому посту. Но что мы можем сами сделать? Конечно, сдать общий анализ крови хотя бы, сдать биохимию и сделать УЗИ органов брюшной полости. Это то есть заранее. Базовое здоровье должно быть. Базовое, конечно. Вы уже, нужно хотя бы за 2-3 месяца. Это не говорит о том, что мы сегодня там должны... Так, когда там в субботу, да, так, в пятницу я, наверное... Да, я быстро анализы сдам и найду себе причину не держать. То есть напишу это тоже... Витане ночью. Да. Кстати, вот у меня сейчас очень много вопросов по поводу, а можно мне не держать пост? Как я могу дать вам... Это не муж спрашивает? Нет, пациенты. Как я могу дать разрешение не держать пост, если Всевышний велел вам держать этот пост? И я такая скажу, нет, не держите, возьму на себя эту ответственность. И есть люди такие, которые ищут врачей, чтобы вот им сказали, не держи. На самом деле таких немало. Я сейчас в сфере медицины, и есть такие люди, которые мне пишут, вот у меня там когда-то была язва в каком-то году, там, не знаю, 5 лет назад. Мне же нельзя держать пост. Почему? Может быть, твоя язва уже зарубцевалась, и все нормально. Ты же себя нормально чувствуешь, все хорошо, прошло, да. Уже столько лет прошло. То есть тут тоже дело, наверное, каждой своей ответственности, насколько для тебя это важно в первую очередь. Во время поста мы же остаемся один на один, да, со своими поклонениями и своим отношением к нашей религии. Уже не будет шайтанов, которые будут отвлекать, да, как сказано, что шайтаны все будут прикованы. Это уже твой навс, да, то есть наша вера, да, наша крепость, да, наверное. И от этого зависит, будешь ли ты искать причины себе не держать пост. Важно заранее восполнить базовые дефициты витаминов. То есть смотри, давай вот эти отклонения, они всегда есть. Да. Давай дадим информацию для тех, кто чувствует себя хорошо. Да. У него, может быть, он не сдавал анализы, но он себя хорошо чувствует, да. И вот он должен, входит в это состояние, хочет держать пост. Вот какие мы даем ему рекомендации? Да, в общем, мы сдаем общий анализ крови, сдаем биохимию, смотрим, нет ли отклонений. Если все там прекрасно, замечательно, вы можете к врачу не идти. Просто возьмите себе там витамин D, обязательно витамин D, если вы его не принимаете, магний, это вот минимум, витамин С, цинк и селен, допустим. Я думаю, это прям вот минимум, который нам нужен. Еще, конечно, важно желчный пузырь подготовить. Тут можно какие-то легкие желчегонные препараты типа хафитола, это, конечно, нужно консультироваться с врачом, если нет у вас камней в желчном пузыре, пожалуйста, можно какие-то легкие желчегонные хафитол, фламин, там что-нибудь такое. Желательно, даже во время поста желательно их принимать. Тут же можно добавить лецитин, он содержит холин, который помогает у нас в обмене жиров, то есть он участвует в обмене жиров и помогает усваиваться жирам. А человек может самостоятельно вот это все принимать? Это все БАДы, биоактивные добавки. То есть теоретически может,
Да, как бы, если нет, опять-таки, мы сделали УЗИ, и нету на УЗИ никаких проблем с желчным пузырем, нет камней, пожалуйста, вы можете смело это все пить. Достаточное потребление воды. Тут я хочу сказать, что есть такая замечательная водичка, называется Донат Магний, она содержит в себе магний, и тоже хорошо влияет на желчь, она разжижает желчь. С утра вы натощак выпили, желательно подогреть, если ее будет намного лучше эффект. Вы ее согрели, выпили, она немножечко соленая, не совсем такая ужасная на вкус. Её вполне приятная, можно. да. Приятная, да, водичка. Во-первых, будет насыщать магнием организм свой. Во-вторых, она будет вам разжижать тоже желчь. То есть вы подготавливаете свой желчный пузырь к тому, что вы будете голодать, да, у вас будет интервальный голод. В принципе, наверное, кишечник тоже очень важно поддержать. Тут добавки с глутамином в составе. Это аминокислота, которая заживляет стенки слизистых. Также можно заварить отвар льняных семян, то есть льняное семя вы заливаете кипятком, немножечко проварили, сцеживаете, и получается такой кисель. Его можно тоже натощак пить, он заживляет слизистые хорошо. Такое, что вот из дешевых, да, средств. Плюс там ромашку можно попивать тоже 10 дней до Рамадана, пожалуйста. Не 10, уже осталось меньше. Уже осталось меньше, но да. Все равно Готовьтесь. Слизистые заживляете, натощак попили, будет ваш кишечник все равно будет благодарен вам. Но это же можно и во время, и да? во время поста, да, Поста. это и во время поста можно принимать, особенно желчегонные можно тоже принимать. Дальше, наверное, я расскажу, как во время ифтара, да, как совмещать эти добавки и всё остальное. Да, смотри, Да. получается, что вот, к примеру, человек пьет этот комплекс, да, там, минимальный базовый набор. Вот давай по питанию, прям что есть, потому что, я так понимаю, люди едят все, что есть, там, на ифтары ходят и едят то, что дают. Плов, да. манты, наши традиционно. любимые. Манты Да, это да. хорошо еще есть. Традиционная, да, пища. Да. Конечно, я все-таки за бульоны, да, на Со ифтар. своим приходить? Нет, со своим, конечно, ты не придешь, но все равно обычно бывает первое что-то. Обычно дают шурпу. Да. Берите большой кусок мяса, выбирайте самый большой кусок мяса. Так, вон тот мне. По-моему, потом звать не будут на ифтары. Обычно, когда на ифтар зовут, всегда кладут это достаточное мясо, количество мяса. Я, например, когда готовлю сама ифтары, Мгм. стараюсь, чтобы моим гостям было побольше, да, всего. Я думаю, что все так придерживаются. Даже если в джами вы куда-то идете на ифтар, по-любому есть какой-то первый, да, что-то, есть какой-то суп. Потом, что еще хотела сказать по поводу ифтара? Тоже, не объедайтесь. Нужно сначала открыть ифтар одним фиником. Максимум 3. То есть не где больше. 3, там и 5, подожди, 1 или 3? Смотрите, я сейчас объясню. Если смотреть королевский, допустим, финик, один финик королевский содержит 15 грамм сахара. 15 грамм. Вероятность встретить королевский финик на ифтаре. Если, допустим, это обычный финик, примерно 7 грамм сахара в обычном финике. А в чайной ложке сахара 4 грамма всего сахара. То есть финик это больше даже, чем чайная ложка сахара. Так у него и гликемический индекс выше сахара, насколько я знаю. Да. И поэтому мы сначала, как говорил пророк, открываем ифтар водой и фиником, потом идем молиться. Читаем намаз. Достаточно нужно прям попить хорошо, там пару стаканов воды. А вода вот горячая, наверное. Желательно теплую, если есть такая возможность. Нет, обычная комнатная температура, но не холодную. Потому что холодная будет вызывать спазм всех и желчных протоков, и будет нехорошо, не будете себя хорошо чувствовать. Пьете просто обычную комнатной температурой воду, съедаете финик. Финик, кстати, если вы съедаете, он будет помогать этой воде проникать быстрее в клетки, даже будет быстрее насыщать, и не будет вот этого тремора, да, там чувства голода, все-таки это сахар, вы его съели, и его будет достаточно на то, чтобы вы прочитали молитву. Когда вы читаете намаз, тогда уже и организм потихонечку насыщается водой, да, ваши клеточки все, и после этого вы уже начинаете ифтарить. Опять-таки скажу про то, что пищеварение начинается с глаз и дальше уже ротовая полость. То есть мы должны тщательно жевать. Медленно, тщательно, без телефонов, без каких-то гаджетов. Общайтесь как раз хорошо, да, когда на ифтары мы ходим, мы общаемся.
съели кусочек, что-то рассказали, еще кусочек съели. То есть потихонечку жуем. Прям хорошо надо жевать. Если этот пищевой комок будет хорошо разжеванный, он будет хорошо усваиваться. И тогда вы будете быстрее насыщаться. Бывает даже такая генетическая особенность, когда у человека ген, который отвечает за насыщение, он поломан, допустим. И, мне кажется, у меня такое. И вот таким людям особенно важно медленно есть. Тогда вы будете понимать, что вы поели. Во-первых, ваш мозг будет успевать обрабатывать эту информацию, и вы будете чувствовать насыщение. То есть правильно жевать. Например, еще скажу, если в обычной жизни, на ифтаре обычно, конечно, не бывает такого, что там полная сервировка, нож, вилка. Но в обычной жизни, если ты дома накрываешь, я прям люблю накрывать, чтобы была и вилка, и нож, и даже детей приучаю. Вот вы отрезали кусочек там мяса, допустим, положили в рот, прожевали, и только тогда вы режете второй кусочек. Не так вот сразу, что вы все нарезали, а потом быстренько кусочками съели. Подожди, а как же почувствовать еду, взять в ладони, свалять комок? Надо стараться все-таки. Как раз-таки у нас, у крымских татар, культура приема пищи очень важное место занимает, почетное. И обязательно один прием пищи, у нас ужин, всей семьей мы собираемся. Да, такая традиция должна быть, конечно, в каждой семье, чтобы младшие дети видели, как мы питаемся, как мы едим. Мы для них пример. Поэтому очень важно правильный пример подавать. Опять-таки возвращаемся к питанию. В общем, хорошо жуем. Да. Когда вы жуете хорошо и долго, вы не будете переедать. Едим... Челюсть устает. А у кого ген сломан, они просто долго будут переедать, мне кажется. Надо очень долго. Просто есть люди, которые целый час едят, понимаешь? Ты заходишь, они... И не встают, из-за стола. Как мультик про чумаков же был, там, где быки, они все время челюсть у них... Да. Так, долго жуем, получается, это контроль переедания, да? Да, вы чем дольше жуете, тем быстрее вы насыщаетесь, да? Вы хорошо жуете, и он лучше усваивается, пища лучше усваивается, пищевой комок лучше усваивается, и вам будет хорошо уже, вы себя будете не будете чувствовать голодным, то есть быстрее насытитесь. Что еще из важных рекомендаций? Во время еды желательно не пить, не запивать ее сразу, там вот бывает такое, что... То есть ты противник запивания еды? Немножечко смочить пищевой комок можно, то есть чуть-чуть глотнул, поставил, и все, не запиваем. Пить уже через час после ифтара. То есть сразу поифтарили, и сразу куча там кофе, чай. Сладостей, кофе, чай, да. Наши традиции желательно, конечно, стараться не делать этого. Просто это на самом деле эпидемия, и интернет разделился ровно пополам. Одни доказывают, что можно пить воду, но кто химию урок прогуливал, то есть, это же грустно, потому что просто разбавляет соляную кислоту. Логично. Это будет мешать пищеварению просто. И, конечно, легче, когда, организму легче, когда ты не запиваешь. Всё-таки... А я слышала мнение, что насыщение происходит, с меньшим количеством еды, если запивать каждый глоток, то быстрее насытишься, меньше калорий потребишь, вот так. В Рамадан, наверное, это не совсем правильная рекомендация, учитывая, что вы весь день соблюдали пост. Конечно, нужно организму восполнить дефицит калорий, даже тот же, и полезных веществ. Всё-таки нам нужно правильно поифтарить тоже, чтобы дальше соблюдать другие поклонения, да, чтобы мы должны намаз почитать, таравих намаз желательно, да, выстаивать. И тут важно хорошо поифтарить, чтобы вы потом не кусочничали. Когда вы, допустим, мало нутритивно плотной еды поели, а больше запили ее, тогда вам, допустим, через час захочется опять есть. Вы будете отвлекаться не на чтение намаза или Хурана или еще чего-то, вы будете отвлекаться на эту еду опять. А сырную тарелку нельзя рядом поставить? Нежелательно. Конечно же, нежелательно, да, кусочничать после ифтара. Но желательно хорошо поесть на ифтар и уже дальше, уже ближе к сухуру, еще раз поесть. Если захочется там каких-то перекусов, тогда что-то более-менее безопасное, там какие-то орехи можете взять. Не сахар, да? Не сахар, это точно. Конечно, смотрите, все-таки у нас есть, да, традиции какие-то, хочется что-то сладенького съесть. Тогда очень важно хозяйкам отнестись к этому тоже правильно и готовить более-менее безопасные сладости.
Тут Потому интересно. Что, да. Подожди, Ну. принесли же уже пак сладостей, зачем еще готовить? Ну да, 3 килограмма если пак, торта. да, если, конечно, пак съесть, то уже сил у вас ни на что не останется, да, только будете усваивать это все. Вот смотри, давай мы к сладкому вернемся, это большая тема. Смотри, вот первый прием пищи, да? Вот первый прием пищи, потом, как правило, идет общение, молитва и так далее. Вот ложиться ты рекомендуешь или все-таки до тимчита бодрствовать? Я рекомендую обязательно ложиться. Обязательно. Причем желательно в часы, ну, которые гормональные, да, то есть наши часы. То есть примерно в 11 часов мы уже должны не позже 11 лечь, восполнить свой сон, ну, хотя бы там до 3, до 4, ну, смотря во сколько, да, смотря когда у нас пост, да, в этот раз у нас пост выпал еще, получается, ифтарим. Ой, тимчит у нас во сколько? В 6, кажется, сейчас, если не ошибаюсь. Ну, в 5. То есть мы в 5 встаем, до 6 мы должны закрыться. Ну, хотя бы, значит, мы можем в 4 сейчас вставать, да, читать молитвы все, и уже потом готовиться к сухуру. То есть до 4 часов спокойно нужно поспать. Ну, естественно, да, вы совершили все свои молитвы и ложитесь спать, не отвлекайтесь на какую-то болтовню, там, еще что-то. Нужно восстанавливать энергию, чтобы потом весь день... Сериалы. Ну да, чтобы потом весь день не спать. Потому что спать весь день — это тоже неправильная стратегия со стороны точки зрения религии. Ну почему? Проснулся уже, все, уже можно умываться. Ну как же работа, основные обязанности. Да, просто знаешь, я вот замечал, что в, скажем так, в странах, где официальная религия ислам, они по-другому и пост держат. Они там всю ночь гужбанят, что называется, ходят туда-сюда, потом весь день спят. Ну, у них есть возможность спать весь день. Но у нас же нет такой возможности. Нет. Ну и смотрите, гульбанить, например, всю ночь. Это тоже... Гужбанить, да. Я не совсем хорошо знаю эти сленги. Это молодежный просто язык. Да, я немножко старенькая. Смотрите, это тоже не совсем правильно со стороны точки зрения религии, потому что... Ну, то есть где испытания? Где наши испытания, действительно. Мы должны... Пост вообще про то, что мы должны поклоняться больше. И, естественно, в течение дня было бы хорошо что-то почитать, не только обязательные намазы, ну, там, не знаю, поучиться читать Хуран, если вы не умеете, заучивать какие-то суры. Каждое благое дело, да, оно будет нам засчитываться намного больше, да, и сказано, что даже нет размера, да, того саваба, который ты получишь во время оразы, ну, то есть во время поклонений своих, во время Рамадана. И поэтому нужно стараться, чтобы ты днем тоже бодрствовал. Конечно, днем в обед где-то, если есть такая возможность, нужно будет поспать. Чтобы восполнить свою энергию немножко и восстановить свои силы. Спать весь день, мне кажется, это неправильно. Вот смотри, в основном, вот то, что я вижу, да, в основном у нас много ифтаров, вот таких в общественных местах. Да, часто бывает так, что родственники, друзья друг друга зовут, это отдельная история, немножко контролируемая. Но вот в таких там при джами, там ифтары, они, в принципе, все похожи друг на друга. Ну, да. Там первое, второе, там, и вот можно в рамках вот этого приема пищи нормально набирать, да? Вполне можно, вполне. Просто, я же говорю, вы делаете упор, допустим, на первые блюда, на супчики, на бульончики. Если, допустим, тот же какой-то плов, берите немножечко риса, плова, допустим, совсем немножко, так, чтобы вы насытились. Возьмите, обязательно бывает зейтун, обязательно бывает пенер. Берите зейтунчик, возьмите пенер, да, и вы будете добирать и жиры свои. Если на молочку нет аллергии, пожалуйста, вполне можно молочные продукты, и это полезно будет для нас. Так, хорошо. Вот вода. Как пить воду, как восполнять и сколько нужно пить воды? Вот смотрите, через час после ифтара вы начинаете пить. И там уже вы можете пить воду чистую, это очень важно, да. Говорят, что примерно 8 стаканов воды должно от ифтара до сухура быть. Вы должны выпить. Если это не вода, а чай, допустим, понятно, финджан, хаве выпили, это тоже нормально. Чай желательно выбирайте какие-то травяные чаи, потому что черный чай не совсем правильно для нашего организма, да.
то там уже есть вопросы к ферментации его, и плесень бывает, и все что угодно бывает в черном чае. Если чай, ну, берите зеленый чай, травяные чаи какие-то, морсы обязательно можно заливать ягоды кипятком, получается вкусные морсы, можно тоже ими восполнять, там и витамин С будет, и все полезно. И вот пьете на протяжении бодрствования. Тут же как раз-таки можно и сказать про добавки. Да. Когда вы, допустим, открываете оразу во время ифтара, можете сразу и выпить добавки какие-то для желчного, допустим, тот же хафитол, и дальше уже идти молиться. То есть, если нет камней в желчном пузыре, вы пьете добавки для... Я просто проговариваю. Каждый раз проговариваешь, я заметила. Если нет камней в желчном пузыре, потому что это очень важно, это смертельно опасно, может камень застрять, да, в желчном протоке. Да. То есть вы пьете что-то для желчи, пока идете молитесь, как раз-таки они начинают работать, запускается желчеотток, и вы едите, и тогда переваривание, усвоение пищи еще лучше становится. Тут же можно добавить ферменты. Вот ферменты. Ну, я рекомендую больше брать растительные, да, ферменты, они у нас продавались раньше на iHerb, сейчас их нет, так вот в доступе ты не купишь, но есть те люди, которые там заказывают себе в наличии, да, они бывают даже на Валберес, ну, нужно выбирать, в общем. Это, допустим, Enzymedica фирма, Digest ферменты называются. Хорошие ферменты, их даже можно и юному поколению, подросткам, и детям. Ферменты будут тоже помогать усваивать лучше пищу. Переваривать, и это будет полезнее для нашего организма. То есть все добавочки можно вот в этот промежуток. Либо уже после ифтара, там через час вы можете тоже какие-то добавки свои выпивать, если там витамины группы В, допустим, кто-то пьет или еще что-то, уже попозже, то есть через час после еды. И пьете воды много. Воды, жидкости. Туда же можно минеральную водичку, даже тоже боржоми, там есть интуки, это все тоже очень полезно. Можно пить. Причем нужно пить. Нужно восполнять всю жидкость, которую мы потратили в течение дня, мы ее не восполняли. А как вот набрать? Вот, допустим, у меня норма 3 литра, как мне набрать? В душе? Пить? Нет, просто пить на протяжении. Не 8 стаканов. Да, допустим, вы встали на сухур, тоже пару стаканов выпили заранее, да, ну, то есть мы не встаем там за 15 минут до того, как надо закрываться. Залпом выпили, да? Выпили заранее желательно. Всего вот в этом случае, конечно, я люблю планирование. Я все время говорю про заготовки, про планирование, потому что это очень облегчает нашу жизнь. Даже вот в планировании поста. Вот сегодня, допустим, вы знаете, что вам завтра держать ураза. Распишите себе меню какое-то, что вы будете есть. Да, распишите посещение родственников, это тоже очень важно. Родственники ближайшие, да, там первой линии, второй линии, мы их должны посещать в пост. Больных вы хотите, допустим, посетить. Это желательно тоже заранее запланировать. Конечно, не надо судорожно планировать там вплоть до каждой секунды, но заранее себе какой-то план нужно накидать. Потом в плане того, что когда вы себе спланируете меню, тогда вы уже берете продукты, исходя из этого меню, и можете сделать заготовки за один день. Даже если уже вот начался пост, в первый день поста даже, вы можете взять себе там мясо разных видов, красное мясо, обязательно субпродукты. Красное мясо нежелательно есть больше 2 раз в неделю. То есть остальное, да, субпродукты, рыба, птица. Нужно разнообразие. Возьмите рыбные стейки разные, они очень быстро готовятся. Просто если вы знаете, что вы на ифтар, желательно на ифтар есть рыбу и мясо, потому что это легкий белок, вы будете чувствовать легкость, и вам не будет тяжело. Вы знаете, что вы на ифтар будете есть рыбу. С утра достали с морозилки, в холодильник положили, к вечеру, уже ближе там к ифтару, он уже будет размороженный. Да, на сковородке буквально по 3 минуты с каждой стороны, вот уже ваш ифтар готов. Да. Все, не нужно много времени тратить. Я за то, чтобы облегчать себе и упрощать. То есть мы убираем вот этот вот культ питания, когда много-много блюд разных мы готовим, а просто вот на минималочках так и полезно, максимально полезно и максимально, вернее, и минимальное время, да, затрачиваем. Вот как-то так. Как без кровавого салата ифтар. Без майонеза. Да, ну... Как-то вот надо перестраиваться, наверное. Надо к этому подойти. Уже многие перестроились, но есть, конечно, вот в
прошлом году мы делали ифтар, и это было просто испытание физическое для меня. Истощение, да? И для гостей, потому что они не знали, с чего начать и чем закончить. Чтобы поесть. Да, кстати, вот, знаете, последние годы мы, например, уже отошли от этого всего, и настолько легче стало, и гостям нашим реально стало легче. 1-2 блюда, да, и побольше салатиков каких-то там легких, да, зелени побольше. Когда вы будете есть и зелень, там, орехи, какие-то семена, посыпите семечками, допустим, салат, обычный просто салат с огурцы, помидоры. С зеленью, да, огурец, помидор, посыпали семенами какими-то, уже он станет намного полезнее. Уже там будут жиры и клетчатка. И красивее будет. И красивее будет, эстетичнее, конечно же. И захочется такое как есть. гостям, как бы дать понять, что ты очень богато живешь, что с скудным столом? Надо, наверное, что другие знаки подавать, да, скатерть красивую, кружевную, да. дорогую такую посуду какую-нибудь, Dior, например. Да. Вот такое. Так, хорошо, смотри, значит, получается, воду восполняем, все делаем. Еще по поводу воды сейчас скажу, я вспомнила. Очень классно брать, там, пить воду с электролитами. Тот же даже самый там простой, банальный, это регидрон, электролит, либо адиарин, либо просто гималайская соль. Если вы найдете оригинальную, настоящую гималайскую соль, то немножко добавить ее в воду, да, буквально там на кончике чайной ложки и выпить. Она будет восстанавливать ваши электролиты. Обычно соль не подходит? Наша крымская морская подойдет. Ее тоже можно найти, в принципе, наша кизлевская есть, она продается. Вот, начинается реклама. Знаешь, там я на Wildberries просто купил одну пачку, там калий, магний, йод, вот такая вот. Это вот не Филькина грамота, это правда там есть? Надо смотреть, что за производитель. Вы купили нашу? Крымскую имеете? Я не знаю, я зашел просто. Нет, она не крымская. Смотрите, там же тоже на Wildberries надо смотреть сертификаты, там есть, не, у них оригинальный продукт. Нужно выбирать, чтобы это был оригинальный продукт, сертификаты все смотреть, тогда, в принципе, есть вариант не попасть на подделку. Просак, да. Да, поэтому, важно тоже, вот в плане добавок, бывает, у меня девочки спрашивают, а можно вот такой вот витамин D или еще какой-то? Смотрите, пожалуйста, хотя бы, чтобы это был оригинальный товар. Есть наши местные производители, которые хорошие добавки тоже производят. Да. Поэтому обязательно смотрите. Вообще, я сейчас люблю больше местных производителей, потому что уже их не подделывают. Вот американские подделывают, например, настолько плохо Китай. Никто не хочет. Китай, да. Есть такое, да, тоже. В принципе, есть производители, которые берут хорошее сырье, не китайское, и можно найти хорошие добавочки. В принципе. Если еще хотела сказать по поводу добавочек. Если вы чувствуете, что не хватает энергии, допустим, вам, возьмите ежовик гребенчатый. Сейчас, подожди, это не с лесом связано? Да, это с лесом связано, это грибы. Я просто слышала про эту добавку. Это адаптоген хороший и достаточно хорошо помогает нашему организму подстроиться под какие-то экстремальные ситуации. И как раз-таки пост — это же тоже немножечко экстремальная ситуация. То есть это нормально, да, история вот его там употреблять? Да, вполне. Потому что мне иногда пишут про грибы, я на них обижаюсь, а они, кажется, мне дело говорят, да? Знаете, грибы я тоже очень люблю. Я вот сейчас пошла на обучение по фунготерапии именно, и для детей причем. Там столько информации как раз-таки о том, что они хорошо... Фунга это с грибами связано, да, о том, что они очень хорошо работают. Даже, кстати, тоже в нашей религии есть же лечение трюфелями. Мне подходит такое лечение. Лечат и зрение, и много проблем других. То есть, не запрещено, это религии не запрещено, поэтому можно. Скажи, интересно, пожалуйста, у арабов где трюфели были? Скажи, пожалуйста, вот столько информации, да, можно ли, например, маме, да, все это контролировать у детей, или все-таки лучше со специалистом посоветоваться, который напишет, что нужно зачем употреблять, и потом уже контролировать, что они
Ну, смотрите, конечно же, лучше посоветоваться со специалистом, проконсультироваться и подобрать правильную терапию. Но если ваши подростки, да, начали соблюдать пост, и у вас нет возможности, допустим, там нет ближайшего специалиста, да, доступного. Ну, как это нет? Сейчас и онлайн можно проконсультировать. Онлайн, да, конечно, ну, это можно, ну, допустим. Отпустим этот вопрос, что, ну, нет возможности. Тогда хотя бы просто витамин D, магний, цинк, селен, это вы все можете взять. И в аптеке есть, и на маркетплейсах, везде вы это можете взять своим подросткам. Ну, конечно, в идеале нужно следить за здоровьем своих детей и консультироваться. Скажи, пожалуйста, вот со скольки лет ты, говоришь, что вот можно держать пост детям? Смотрите, пост детям нужно держать уже при достижении половой зрелости. То есть это обязательно. Если дети младше, да, примерно с 7 лет мы уже можем им рекомендовать такой, знаете, тренировочный пост. Мои, например, дети держали, они не ели, но пили. Да. Но пили. Да, либо тоже. Есть, то часто нельзя есть. Даже так, то есть они, например, начинают с тобой, они просыпаются с нами на сухур, начинают держать, но к вечеру уже ближе, все уже, она, я не могу. Ну, конечно, ты говоришь, открой балам уже, держи. Хотя бывали такие ситуации, когда дети говорили, нет, я буду держать до конца. И вот у меня Фериде, например, уже 8 лет она полностью держала ураза, там несколько дней. Сейчас уже Алим у меня, Алиму сейчас 7 лет. Алим держит иногда в понедельник и в четверг сам ураза. Причем сам просыпается и сам держит. Машаллах, это прям... Я радуюсь. Это желание должно быть у ребёнка. Это его личное, желание. Но, знаете, не заставлять. Нельзя заставлять детей. Нужен только свой личный пример. Можно говорить о всех благах, которые уготованы им, да, за это все. О том, что им уже савабы записываются. Грехи не записываются, савабы записываются. И вот делать упор, да, на это, и тогда им самим захочется. Конечно, с 7 лет мы уже должны рассказывать о том, что такое ураза, для чего мы держим. Чтобы в 12 не сказать, так, все, давай всё, утром да, встаём. Половая зрелость наступила, давай, ты сегодня держишь ураза. Пусть там несколько дней, да, там в 9-10 лет уже вполне они даже могут соблюдать пост. Если это здоровый ребенок, если все нормально с ним. Конечно, обычные врачи скажут, что это не физиологично, да, для организма, для ребенка. Но я, например, знаю, что ничего критичного не случится, если ребенок у вас не уходит в гипогликемию резко, да, у него там нет проблем с сахаром, то вполне нормально даже им попробовать. И, конечно, не заставлять. То есть, если он говорит, что я уже не могу, конечно, ребенок ест. Все, ты ему даешь еду, он ест. Если он нормально выдерживает пост, почему бы и нет? Они обычно там несколько дней подержат, и потом уже сбавляют обороты. Но все равно, если садиться вместе вечером, вставать утром, то это уже какая-то подготовка. Да. Это уже хорошая подготовка, я могу сказать, вот на опыте по своим детям. Они, когда уже это все видят, им самим хочется, знаете, они прям ждут уже. Причем, знаете, еще что хотела сказать по поводу детей. Мы же не празднуем, например, вот Новый год, вот такие праздники там сильно. Перед уразой я их прям подготавливаю, что вот будет байрам, что мы там поведем вас куда-то, поведем в детскую комнату, соберем друзей, там позовем аниматоров каких-то. И вот они прямо ожидают его. Они украшают дом. Они украшают дом. 4-м ребёнком. Да. Они украшают дом, например, они как-то подготавливаются, уборка, допустим. Это тоже очень важный ритуал. Сейчас у нас прям генеральная уборка. Вот эти дни каждый что-то выкидывает, дети помогают. Я говорю, каждый готовит свою комнату. Балар, все, каждый готовит свою комнату, чтобы мы не отвлекались на это. Подожди, у вас что, у каждого ребенка своя комната? Ну да, есть, Аллаха шкур, пока есть такая возможность. У нас всего 2 детских, да, у нас сейчас Мирьям, не знаю, куда он пойдет. Надо, наверное, Ахаю сказать, чтобы он строил еще 1 этаж. Он поэтому в командировке? Да, вот он реально поэтому в командировках. Он так и говорит. Сейчас, говорит, все достроим, потом меньше буду ездить. В общем, детей тоже вот нужно настраивать, что это прям радостные моменты для них, что у нас будет совместный ифтар, да, что мы обычно там в Рамадан посещаем родственников, да, там ездим к кому-то, это тоже для них вот
такая атмосфера приятная. Ну, они любят, за любой движ. Да, да, да. До определенного момента. И, конечно, им уже, когда они видят эту атмосферу, им хочется еще и пост держать. И, вот, например, я говорю, вот мы пойдем в джами, например, на ифтар, там, такого-то числа. Они уже в этот день планируют тоже себе держать ураза, чтобы пойти со всеми вместе ифтар сделать, да, поесть. А если вот не держишь ураза и на ифтар? Ну, вполне нормально, знаете. Я просто подготовил. Я просто таких людей по блеску в глазах вижу. Ну, не держишь ураза, пошел на ифтар, зато ты там пользу какую-то услышишь. Ну, если это в джами, все равно какую-то худбу услышишь. Может быть, он увидит, как люди держат, и начнет тоже держать. Ну, тоже хотя бы он уже как-то приобщается. Хотя бы с джаматом будет, может, уже потихонечку начнет и пост держать. Тоже хорошо, пусть приходят все. Мне кажется, ну, это его хасмет, значит, раз он пришел на этот ифтар. Скажи, пожалуйста, с сахарным диабетом как быть людям? Нет, с сахарным диабетом тут, конечно, надо с врачом. Со специалистом. И, ну, это сложно, вряд ли кто выдерживает, потому что, ну, вот это смертельно опасное заболевание, и с сахарным диабетом, ну, я не слышала такого, что эти соблюдают пост. Хотя, может быть, и есть люди. А как в таком случае им быть, ну, чтобы... Ну, вот говорят, что нужно сделать ифтар на 40 человек, да? Да, надо ифтары совершать, приглашать людей. Ну, смотрите, конечно, в традиционной, ну, в обычной медицине нет такого, да, что человек, у кого сахарный диабет первого типа, я не говорю про диабет второго типа, я имею в виду именно инсулинозависимый, что человек сходит с инсулина, допустим. Вот он, если на инсулине, особенно если это еще с детского возраста диабет, то есть он постоянно на инсулине, человек, да, и в обычной медицине нет такого, что человек сходит с инсулина, его меньше колет, допустим, все, вот он колет по мере необходимости постоянно. Но, например, на моей практике были пациенты, которые с сахарным диабетом ко мне обращались, мы компенсировали их по дефицитам, причем была даже девушка, которая потом забеременела и нормально выносила хорошо до конца и родила, и не было у нее проблем никаких с этим ребенком, и она уменьшала даже количество инсулина, то есть она уменьшала дозировку. Но я никому не рекомендую этого делать, она это делала сама под наблюдением меня и врача, конечно же. Но она уменьшила количество инсулина, принимает добавки, разные препараты, которые держат сахар, тоже тот же там хром, берберин и все остальное, но это все по рекомендациям врача нужно подбирать. Да. Но если у вас инсулинозависимый сахарный диабет, конечно, сложно будет держать пост, и тут, я думаю, даже невозможно. И если это диабет второго типа, то есть уже приобретенный в старшем возрасте, и вы там только на таблетках, то это будет даже для вас полезно. Ураза будет полезно. Ну да. Потому что это интервальное голодание, меньше будет вот этих вот скачков, да, инсулиновых, и будет восстанавливаться, клетки будут восстанавливаться. Кстати, хотела сказать, что это твои все рекомендации можно использовать для тех, кто сидит на интервальном голодании, правильно? Да, потому что пост наш так и есть, да, что да, интервальное есть, голодание. Если честно, я уже месяца 4 на здоровом питании. На ПП. Машалла. Это очень хорошо. Я, кстати, где-то видела ролик о том, что вы... Да? Да, начали. Нет, что-то такое, кажется, было. Похож человек. Похож человек. Все шуточки свои. Лейла, у тебя еще есть вопрос? Да, у меня еще заготовлены вопросы. Да. Скажи, пожалуйста, вот если мы не идем на ифтар, и мы питаемся дома, ну вот сегодня, там, завтра мы дома, что лучше кушать? Опять же, то же самое, да, ты рекомендуешь с супов начинать, да? Да, что лучше держит голод? Сейчас вот расскажу, да. Смотрите, на ифтар, если это должен быть больше там белковый, упор на белки, белковая пища, то на сухур это должны быть белки и жиры обязательно, потому что жиры, они держат насыщение, то есть вы сильно не проголодаетесь, если будете есть достаточно жиров. И это будет какой-то курдюк, да, топленое масло, жирные сливки домашние, ну, если нет аллергии на молоко. Это все обязательно включайте в рацион на завтрак. Люблю, наверное, с примеров начинать, что
что хорошо будет на завтрак? Яйца обязательно, разные, причем нужно, не обязательно есть только куриные яйца, ешьте разные перепелиные, цесаринные яйца. Это очень полезно. Должно быть разнообразие в этом тоже. Плюс какие-то, вы можете себе заранее что-то запечь, какой-то кусочек мяса, рулеты, вот как раньше наша мама готовили всякие разные мясные рулеты. Можете вполне запечь рулеты и нарезать, нарезать, да, в холодном виде вместо колбасы, кусочек мяса вы съели, да, там, допустим, яйцо, какой-то салат, тоже маслинки хорошо очень пойдут, да, туда, сыры, все, вы будете сыты на весь день, будете сыты. Очень важно хорошо сухурить, не пренебрегайте сухуром, да, нужно хорошо прям поесть. Я вот слышала, кстати, что, ну, знакомый у меня был, давно еще он говорил, что я на сухур не встаю, я выдерживаю. Вот как с этим? Но это не совсем правильно для здоровья. Не совсем да, правильно. Это не совсем правильно для здоровья. Лучше поменьше ифтарить, чем... то есть ты на ифтар... Ты же не знаешь, как он выдержит. Может, он спит целый день потом. Ну да. Да. То есть, ну да, важно хорошо поесть на сухур, чтобы вы чувствовали насыщение в течение всего дня. И если вы будете есть, ну, еду с жирами, то энергия будет медленно высвобождаться. Жиры, они притормаживают, да, вот этот вот скачок резкий инсулиновый, и потихонечку дают насыщение. И вы до вечера не захотите есть. То есть обязательно добавьте жиры. И вот у нас мужчины даже, они интуитивно чувствуют, у меня муж начинает сразу курдюк покупать к Оразаду, допустим. У него, наверное, даже хочется, да? Ему хочется, вот мужчинам интуитивно хочется. Мужчинам интуитивно хочется больше мяса есть. Это тоже нормально. Но вот нам, как хозяйкам, да, нам, как хозяйкам, очень важно не только из красного мяса готовить, добавляйте, обязательно берите субпродукты, печень, потушите там печень в каком-нибудь там соусе со сливками. Очень вкусно поесть. Подожди, мы не завтракали. Сильно не разгоняйся. Сделайте салат тоже печени. Печень хорошо, вкусно сочетается с кислыми ягодами, с кислыми соусами. Просто взяли много листьев салата разного, да, то есть разной зелени, вернее, туда потушенную печень добавили и какой-то кислый соус, и можно туда какую-то клюкву или что-то замороженное закинуть. Это будет очень вкусно. Вы давайте потихоньку кофе, пока нам еще можно пить кофе, пока пост не наступил. Смотрите, вот есть такой момент, да, вот ты говоришь жирную пищу, да, все понятно. Но в основном у людей частая проблема — это застой желчи. Вообще мало жирной пищи в рационе. Я по себе знаю, что если я начинаю перебирать жиры, а я быстро их начинаю перебирать, все, у меня вот это вот здесь стоит, у меня вот уже такой, знаешь, отторжение. Организм говорит, так, давай жирами как-то, особенно если это говяжий жир. Да. Бараний еще ок, еще норм. А вот говяжий нет. И я представляю себе человека, который в принципе жиры не ест. Вот у нас сыну скажешь жиры, у него аж такое лицо. Да. То есть, и понимаешь, ему надо вроде как держать интервал, а он не может этот жир есть. Вот что можно прибавить к этому жиру, да, чтобы он усвоился и не было вот этого отторжения? Ну, во-первых, кислые соусы сюда тоже очень важно. Там лимончик, что-нибудь такое. Прям на жир? Нет, остальную пищу, в свою тарелку, да, вы можете там либо до этого попили воду с лимоном, и свою тарелку, любые там белковые пищи вы поливаете, допустим, лимонным соком, салат заправляете яблочным уксусом, и у вас нормальная будет тема, да, яблочный очень уксус? Хорошо, я очень люблю, особенно... Просто я его купил, а Лейла очень напряженная, когда я его начинаю наливать куда-то. Нет, яблочный уксус я очень люблю всей душой, он повышает кислотность, как раз-таки, когда вы повышаете кислотность, усваиваются жиры лучше. Ну и мы уже проговорили про желчегонные препараты, тот же хафитол и ферменты. То есть хафитол вы выпили до сухура, пошли читать, вы выпили, пошли читать намаз, он начал работать, желчь начала выходить. Во время еды вы съели какие-то ферменты, да, выпили, и тогда вы не будете чувствовать тяжесть от жиров. То есть, если вы никогда не ели жиры, конечно, не нужно прям переедать их. Нужно потихонечку, да, пробовать по чуть-чуть. Есть какая-то вот норма там на килограмм? Норма жиров примерно это 0,5-0,8 грамм жиров. На вес? На вес. То есть, если я, допустим, вешу 97, к примеру, то мне надо 100 грамм жиров, да? Ну, смотрите, если вы худеете, да, то тогда нужно в половину уменьшать вашу норму. Вот так то есть, вот, если вы худеете, то я не знал. То уменьшаете количество жиров. Но, только привык к ним просто меньше. Нет, ну, смотрите,
100 грамм жиров тоже нужно добрать, это очень много. 50 грамм жиров смело наберете, да, я думаю. Ну, я как-то попробовал 2 дня подряд есть 65 грамм курдюка, и, честно говоря, мне стало плохо. Конечно. Это много. Конечно, будет плохо. Но причем тут даже получается жиры одного вида, только курдюк. А у нас есть жиры, допустим, в семенах, в орехах, это тоже жиры, нужно их учитывать. Это растительные жиры. Растительные жиры, а вы только животные. Нужно, короче, комбинировать и животные, и растительные. Есть рыба жирная. Очень вкусно. Кстати, жирная очень рыба дорогая. тоже очень хорошо на ифтар лучше есть ее. Просто на сухую она может немножко жажду вызвать. Ну, вот как смотрите, вот утренний прием пищи, да? Вот это, в принципе, сейчас сидящий такой режим. Я помню, один раз мы как-то держали уразу, у нас в 9:15 она открывалась, в 2 ночи закрывалась. Вот такой был. 9:15. Вечером, мы просто в этот месяц вели съемки, и я прям помню, когда мы открывали летом. То есть это в июле было. И это был довольно-таки экстремальный, скажем так, пост, да, и вот получается, что в 9:15 ты только начинаешь что-то куда-то, там в 11, условно говоря, встаёшь со стола, а в 2 у тебя уже, ну, то есть ты закрываешь пост. Да. Вот в таком режиме я понимаю, что он не сейчас, не сильно актуален. Ну да, на будущее. Имеет смысл ложиться или как-то уже Я даже не успевала там ложиться. В таком режиме, конечно, мы уже смотрим, зависимо от вашей ситуации. Конечно, да. В таком режиме мы не успеем, да, все сделать, и поесть, и помолиться, и все, ну, все свои обряды, да, допустим, провести. Воду, да. Конечно, уже в такой ситуации мы не ложимся попозже. Есть даже места, допустим, где вот эти белые ночи, допустим, да, там же тоже получается очень короткий интервал. И людям важно тогда за это время добрать свою воду и поесть нормально. А что ты рекомендуешь есть вот утром? К примеру, у тебя, получается, начинается яйца. Интервал, и вот длительный период ты ничего не ешь, не можешь пить воду, ничего. То есть утренний, он же тоже очень важный прием. Я могу вот сказать по себе, например, чему я придерживаюсь. Конечно, обязательно я варю костные бульоны. Утром встала, я выпиваю немножко бульона костного. Можно подогреваешь его? Можно, да, согреть. Можно в виде холодца, конечно, можно и так. Но я, например, люблю согреть, туда немножечко лучка добавить зеленого, прям совсем немножко. Для вида оно же как-то приятнее пить его. Буквально 100 грамм бульона ты выпиваешь, тут уже большая порция белка. Дальше уже, допустим, я еду беру, допустим, АБДС, начинаю, почитаю намаз, уже организм потихонечку насыщается. Дальше я беру на завтраке, могу запечь какую-то там тоже куриную грудку, индюшиную, сердце говяжье, очень люблю вообще его, если заранее замариновать, запечь, нарезаешь его вместо колбасы, тоже замечательно. Говяжий язык, я вот люблю такое, то есть кусочек мяса и обязательно готовлю яичницу. Ну вот это вот у меня такая привычка. Вот яичница, она очень просто хорошо. Яичница, на сливочном масле. Я могу там, я любую могу. Я могу и просто яичницу приготовить, можно омлет там в любом виде. Можно омлет, допустим, с сыром какой-нибудь, там с помидорчиками, тоже очень вкусно. Яйца в разном виде. То есть вариации, в принципе, допустим, тот же брioche. Вы тоже сбили, сделали как омлет, ну, то есть блинчик. Туда положили обжаренный фарш. В этот фарш, кстати, можно перекрутить, допустим, половина говяжьего мяса и половина, допустим, того же говяжьего сердца или печени. Дети, кстати, сильно не замечают, если вы подмешиваете субпродукты. Наши дети едят, не надо обманывать. Они говорят, любят. Они говорят, что говяжье сердце они кушают с удовольствием, они говорят, похоже на язык. Ну вот, отлично. Похож. Некоторые дети не любят, поэтому я, например, говорю, что маскируйте фарш, допустим. Надо закрутили просто, этот сердце блинчик. Разделываешь, просто детей не надо держать возле себя. Да, очень это приятное тоже зрелище. есть такое. Да. В общем, сделали яичный блин, закрутили туда фарш, накрыли его, этот блинчик, перевернули, и в духовку буквально на 10 минут. И получается очень вкусный такой вот брioche. Очень вкусный, то есть как рулет, я не знаю, как он назвать. Ну, в общем, очень вкусно. Да. И салат, допустим, вот с ним вы съедите. Классно. Это будет очень полезно. Вы будете весь день себя чувствовать сытым. То есть разные закусочки вот такие. Обязательно я люблю маслинки, обязательно какие-то сыры, желательно твердых сортов. И вы будете чувствовать насыщение. Если вы съедите утром кашу, то вы уже проснетесь голодными. То есть она быстро усвоится, у вас будет высокий скачок сахара, инсулина в том числе, и все, вы уже будете голодны.
Кто-то Мгм. говорит, что вот я с утра ем кашку, и мне так хорошо. Нет, это Да. обман. Это обман, конечно. Это химия, Если ничего не вы обманешь. даже если вы едите кашу, пожалуйста, сделайте ее более полезной. Добавьте Да. туда масло, обязательно, добавьте туда масло. Добавьте Сливочное. туда тоже каких-то ягод, это будет полезнее. И к нему уже там 2 вареных яйца, допустим, Да. или там кусочек языка говяжьего. Мгм. Тогда вы будете сыты на весь день, у вас будет сытость. То есть мужчинам, например, углеводы нужно добавлять на сухур, Мгм. потому что вам больше энергии нужно. А женщинам, например, не обязательно те каши варить, допустим. Но если вы любите кашу, тогда делайте ее тоже полезной Мгм. и правильной для нашего организма. Витальный буйвер уже Сало. совсем остыл. Ты пока Нет. пьешь, мы друг с другом поговорим. Не знаю, можно ли предлагать тебе сахар. Это хороший сахар. Это как коричневый, как называется? Да, он? это тростниковый, да? Во-во-во. Мне нравится. Ты знаешь, я же отказался от сахара 2 года у меня. Сейчас он уже скажет 2 Да, года. 2 звезды у 2 меня. звезды. Да. Мгм. И знаешь, я в интернете все время сталкиваюсь с этим обесцениванием, когда встречают это, что я Мгм. отказал, они говорят, а фрукты ты ешь? Мол, я говорю, ну окей, ладно, Ну это как бы это фруктоза, вопросов нет, а вы просто откажитесь Ну от да. сахара, просто хотя бы сахар перестаньте есть, потом поговорим с вами. Нет, есть еще мнение, когда говорят, ой, сахар не ешь, вот совсем тупой станешь. Ну, типа, что сахар стимулирует работу мозга. Это заблуждение, и есть уже куча опровержений Я Да. это давно этому знаю. всему. Да. Да. Сахар не нужен для Мне мозга. особенно мне Для, нравится- для мозга нужны жиры, кстати. Жиры, да. Но смотрите, по поводу жиров тоже. Чтобы их израсходовать правильно, ты должен двигаться. То есть, если ты ешь жиры, Да. ты должен много двигаться. Если мы их не едим, то, конечно, будет окисление и все остальное, оно не будет усваиваться, будут холестериновые бляшки и все остальное. Мне нравится, когда То глупый человек говорит, а как ты без сахара? Ты же мозг не питается. Да. Хочется сказать, поначалу начать его использовать, чтобы он начал есть что-то. Да, конечно, это... А еще, знаете, классная рекомендация. Перед экзаменом надо много сладкого съесть. Тогда Чтобы мозг- упасть Сладкий в чай. гликемическую кому, Да-да. свалиться в углеводную яму и все. До сих пор, я вот у детей спрашиваю, их кормят в школе, и до сих пор дают этот сладкий чай. Сладкий чай, а кофейный напиток сладкий не Кофейный напиток. Ну, приучают сразу людей, чтобы они благо, потом в что больницу они у бегали. меня, благо, что они у меня вообще не пьют этот кофейный напиток. Ну, сладкий чай они пьют. Ну да. Но я не могу им запретить, потому Белла, что мы там всю же- жизнь пили сладкий чай, дай Да время нет, ребенку. ну как бы я не скажу, да, смотрите, я не скажу, что вот ребенок ест в школе, и это все катастрофа. Главное, сделайте так, чтобы дома была безопасная среда. То есть дома мы нормально кормим. Знаешь, как я ей объясняю? Я ей говорю, пускай лучше он съест такую еду, чем вообще ничего не ест. Потому Да. что мы, когда в Ну школу да. ходили, нам говорили так, пока, и ты потом уже пришел, вернулся, все. То есть в школе не кормили, а тут да. вот хотя бы что-то. Что-то перекусили, да, Да. тоже что-то нормально. перекусили, да. Не знаю, почему. После чего? Удивительно. После кофе. Не очень хорошо? Я не очень хорошо себя Ты чувствую. знаешь, я вот сейчас, немножко по-другому питаюсь, и я чувствую, как кофе Сильно выдавливается из по-другому. моего организма. То есть он уже говорит так, то есть давай меньше. И я, допустим, вот когда до этого 5-6 кружек мог выпить вот за день, И больших. и я причём, пил спокойно, больших дозах. Сейчас нет, сейчас я утром пью, традиционно с хаймаком. Удивительно, что как мне кажется, что организм, принимая вот полезную пищу, движение, и он начинает вот эти какие-то вредные привычки вытеснять. Да, я вам, знаете, скажу почему. Прислушиваться Смотрите, начинает. вот кофе вы пьете, почему? Хочется энергии. Энергии, То да. есть, когда ты выпил кофе, и прям тебе хорошо, и ты чувствуешь заряд энергии. Когда у вас достаточно энергии своей, то есть вы лучше питаетесь, у вас все процессы намного лучше происходят, да, и нет истощения надпочечников, то есть ваши надпочечники восстанавливаются, они от питания, от сна, они восстанавливаются. И вам уже не хочется вот этого всплеска адреналина. То есть Мгм. адаптогены, например, они работают немножко по-другому, не как кофе. Они помогают улучшать качество твоего, да, запаса энергии. Мгм. То есть они там влияют на нейромедиаторы разные и улучшают ваше самочувствие благодаря этому. Мгм. А кофе, например, он дает вот этот резкий всплеск гормонов, и Мгм. тогда вы себя лучше чувствуете вот в моменте, а потом вы еще больше истощаетесь.
И когда вы уже нормально начинаете питаться, ваш организм выстраивает все намного правильнее, и уже интуитивно вам не хочется пить кофе, потому что энергии вам уже достаточно, то есть у вас уже свои нейромедиаторы нормально работают, Ну, и да, гормональная но система понимаешь, с кофе немножко сложнее, потому что это не только пищевая привычка, ну, то есть это не только энергетическая, это Да, еще и да, да. пищевая привычка, И- ментальная. Это такие же сигареты, как Да. люди И И курят. обряд у нас То есть же это это традиция. культурный обряд. Ну, Причем я вот у вас все правильно же. вот наоборот, я начал смещаться с больших объемов больше к вот такому, знаешь, Да. точечному употреблению. Это все правильно, вот так вот более правильно, да, вот ваша подача правильно, Мгм. то есть маленький фильджан крепкого хорошего кофе, и тогда у вас не будет такое, знаете, перенасыщение этого кофе, то есть вы не будет, когда вы пьете много, у вас идет перенасыщение, тогда вы насладитесь этим вкусом, потихонечку будете пить, и опять-таки как вот еда, да, вы быстрее насыщаетесь, так и вы быстрее насыщаетесь вкусом кофе, когда он из маленького фильджана, когда он крепкий, хороший. Мы, в принципе, обсудили вот что Наконец-то. связано с уразой, да. Я думаю, что людям, ну, понятно стало, что мы имели в виду, да, Ну и да. что есть, как есть. Там не надо бояться того же туршу, потому что все говорят, ой, там столько соли и так далее. Там Вот, же ещё давление пробиотики, повышается. там много пробиотиков. Да, и но оно видишь, порядок, клетчатка там. видишь, как бы польза в глазах смотрящего, да, то есть один переживает, что у него давление поднимется от соли, да, а другой думает, что вот все-таки сколько всего пробиотиков Ну будет. да, а давление поднимается не от соли, а от сочетания. Когда мы едим много углеводов и едим соль, тогда оно все Ну и от плохого ком- общения тоже. комбо поднимается. получается. Не пьем воду, кстати, Да. вот это все. Вот, напомнил хорошо. надо пить.